Пригласила вас всех для того, чтобы все-таки разобраться, на какой стадии находятся объекты, которые были включены в пункты комплексного плана. И конец года все эти объекты должны были быть завершены. Я хотел бы, чтобы каждый министр, те, кто непосредственно связан с теми или иными объектами, доложили о состоянии по тем работам, которые проведены, что осталось и что планируется для того, чтобы завершить эти работы. Я просил бы начать с Гагры по водоводу. Работы на сегодняшний день еще не завершены. Сроки завершения работ поставлены конец декабря текущего года, но, на мой взгляд, мы наверняка не уложимся в эти сроки, и определенное количество времени нужно будет до завершения этих работ. Какой объем работ в финансовом отношении сделан и какой осталось? Известно? Также хотел сказать, что Гагрская администрация не является заказчиком этого проекта. Заказчиком является Министерство экономики. Насколько нам известно, практически на 90-95% работы профинансированы. Насколько мне известно, сумма недофинансированных составляет порядка 60 миллионов рублей. А в процентном соотношении по реализации проекта, думаю, что проект готов более чем на 90% на данный этап. А качество работы? По качеству работ мною позавчера было издано распоряжение, по которому все службы Гагрского района, заинтересованные в качестве этого проекта, представят свои замечания в ближайшие дни совместно с генподрядчиком и осуществляющим технадзор управлением капитальным строительством. Основные работы, которые... Если говорить о этапности, да, некоторые этапы уже завершены. Это касаемо резервуаров, это касаемо насосных станций. А у нас остаются вопросы незакрытыми по магистральным линиям. Некоторые участки еще не проложены, но ведутся интенсивные работы. И, по крайней мере, генподрядчик заверяет нас о том, что эти работы будут завершены к середине января месяца. Первый насосный, там идет размыв берега. Шторма разбили очередной раз линию, даже первый насосный сейчас подъехал, сейчас делают дорогу, достаточно сложно подъехать. Вообще мы вопрос ставили о дополнительном финансировании, не знаю, на какой год и когда, там надо куда дамбу строить, порядка 400 метров. Когда этот проект составлялся, это было предусмотрено? Нет. А как же тогда голова тех, кто работал в этом направлении, работала так, что можно было бы... Мы заказчиками там сделали, прямо где насосный, там сделали 50-60 метров, поставили дамбу. А открытым остался участок метров 400, там остался открытый. Вот буквально на днях шторм был, опять размыло дорогу. Дальше Гудаутов. Детских 2 сада и больница. Там основные работы закончены, но остается сделать забор и электричество. Вообще, как я знаю, не было предусмотрено по смете электричество на Гагарина, да. И вот сейчас, я не знаю, премьер обещал, что там найдет средства для подключения электричества. Вы мне скажите, давайте сейчас. Все работы выполнены, деньги закрыты, а объемы работ, которые необходимы, не выполнены. Не выполнены. В каком из садиков паркет поднялся? Вот там же по Гагарину, да. Это новый паркет, законченный, ведется объем работы и поднялся. Да, это половая доска, не паркет, это половая доска. И, наверное, поторопились, чтобы быстро закончить, быстро положили. А когда начало высыхать, оно поднялось. Вот я с первым вице-премьером ездили позавчера. Забор, паркет и подвод электричества. По проекту было предусмотрено? Насколько мы проинформированы, нет, ни там и ни в другом садике не было предусмотрено. А что, на лучинах должны дети двигаться? До сих пор нам неизвестно, по чьей вине они не были предусмотрены. Второй садик? Второй садик, там состояние похуже, но работы продолжаются, там финансирование не закрыто. Как вы знаете,
подрядчиком там был ЮСК. Ну, вот в последнее время передали Удоводстрою, и они занимаются, обещают в конце января закончить. Но вот мы смотрели, я думаю, что это еще 2 месяца. Вы мне скажите, а по проекту были предусмотрены вот работы, которые вы сейчас говорите, не сделаны? А как детский садик собирался, как говорится, функционировать, если по проекту не предусмотрено подвод воды, подвод электричества? Это что за детский садик? Вы мне можете ответить? Вот вы заказчик, то, вернее, подрядчик? Да. Сейчас да. А где по предыдущим? Если можно, объясните нам, как это? Проектировщики выполняли ту задачу, какую поставили перед ним заказчики. Вот. Другого объяснения не вижу. А где вы найдете средства по тем, вот, например, объектам, где у вас уже деньги закончились? Там есть резерв, можно найти. Чтобы подвести воду к садику на Гагарина, то вообще в том районе вообще воды нет. Ну а зачем тогда садик нужно было строить в этом районе, в котором нет вообще доступа воды к воде? Там был садик. А? Там был садик. Садик построен на месте того садика, который... Но это было в советское время, наверное, в стародавние времена, наверное, воду подвозили, как говорится, машинами. Сегодня-то другое время. Сама как бы сеть есть, но она в таком плачевном состоянии. Ясно. Дальше. Больница. Сколько? 90%. Там где-то в плане не подведены были коммуникации подачи кислорода в операционные блоки, и послеоперационные палаты, реанимационные палаты, в роддом. Не было в плане вообще их. То есть надо будет заново делать. Это в смете не было и в плане не было. Надо будет сверхфинансировать. И сколько нужно будет для того, чтобы его закончить? Ну, сейчас вот работают, смотрят по смете, это надо будет разбивать на 3 части отдельно, чтобы централизованно делать, а в 3 местах, то есть отдельно дать блок на операционный блок, выходить из ситуации, отдельно дать на реанимационные палаты, отдельно на роддом и на детскую. А деньги остались? А деньги остались? 11 миллионов. Не хватит этих 11 миллионов для того, чтобы эти объемы работы выполнить? Вы знаете, чему я удивляюсь? Наши все строительные работы, при всем том, что у нас достаточно сложно, например, со строительными материалами, у нас самое дорогое строительство. Пусть никто не рассказывает мне сказки о том, что мы тут из кожи вылазим и делаем работы, отличающиеся далеко от российских. Мы все, что делаем здесь уже, вот непосредственно у себя в Абхазии, так, чтобы все наши материалы, даже те, которые мы здесь производим, становятся дороже, чем на российской стороне. Может привести примеры всех этих дел? Дальше. По Гудауте у нас больше нет объектов. По Сухому очистные сооружения. 50-160 бетонов залить и, в принципе, закончен. Там, это имеется в виду резервуар для очистки сточных вод и дороги вокруг. А кто у нас там подрядчик? Джету фирма. Это та же, которая... То же самое, что в одном кадрах. И плюс насосная опаздывает. Там единственное, что опаздывает насосная, но она по объективным причинам, по большому счету, там в смете сидела реконструкция старой насосной. Когда ее начали реконструировать, поняли, что она не подлежит реконструкции, негодная. Начали рядом строить новую. И вот там задержка произошла в связи с этой насосной, со строительством новой насосной. Она сейчас на этапе фундамент залит, стены уже вытаскивают. Я думаю, до конца января ее закончат. Оборудование полностью 100%. Закончили вы насосную, закончили все эти работы по этим очисткам. Когда вы их запустите? Ну, я думаю, месяц еще нужен будет на пусконаладку. А как вы будете по магистрали работать? Магистраль работает? Магистраль там рядом проходит, который идет через город, а там проходит, ее надо просто эту насосную подсоединить, а сама сеть городская. Сколько будет для того, чтобы ее посадить туда? Ничего, там она рядом проходит, прямо в насосную сажаем и все. Нормально все, она доставляет туда все нормально? Это я не знаю, не изучал этого города, лучше знает, куда их идут. Должен знать.
Мы должны знать, в каком состоянии, как говорится, находится все это сооружение в полном объеме. Мы построили, я извиняюсь, эти очистные сооружения, не знаем, будет ли оно потом запущено или нет, магистраль работает или нет. Мы ничего с вами этого не знаем. Судя по тому, что в городе происходит, в большинстве своем наши все эти канализационные системы давно уже не работают. А как вы собираетесь доставлять потом все это туда? Надо, наверное, посмотреть это, проинспектировать, узнать, конкретно мы должны знать. Завтра потом встанет вопрос о консервации этого объекта опять. Так может произойти. Потому что мы не знаем реально, в каком состоянии находится вся эта магистральная, как говорится, вот, система. Потом будем 2 года держать этот объект на консервации. За это время он опять пропадет, пока мы будем делать, как говорится, магистральные все эти линии. Давайте в течение нескольких недель нам надо пока завершаться все эти работы, чтобы мы знали, в каком состоянии все это находится. Думаю, Рауль Джинкович, там не подготовлен ни один специалист, там некому работать. А там простой водопроводчик не может, там инженера не нужно, их нет физически. Желательно не один. Один там человек 30 надо, чтобы 30 человек. Но об этом тоже надо думать. Так, по Сухуму. Еще раз, проблемный объект — это городской стадион, который подрядчик говорит, что уже закончил, можно принимать, но там много вопросов и у других служб, вот, у пожарников были, вот, и санэпидемстанции, и вот у городской службы, я насколько знаю, там канализационная система не соответствует этому зданию, и там много чего надо делать. Вот я лично не верю, что они будут сделаны этим подрядчиком, потому я до сих пор его не подписывал акты. Понимаю, что стадион в том виде, в каком он есть, ну, так или иначе он сделан. Само сооружение. Но к сооружению еще нужно подойти, подъехать. Все, что касается инфраструктуры, дорог, подземных сооружений, коммуникаций, оно так останется, вот он будет стоять вот так вот в этом виде, в окружении всей этой, как говорится, разрухи. Вообще по проекту предусматривалось облагораживание, подведение соответствующих дорог, приведение инфраструктуры. Только сам стадион и тротуары вокруг него. А как вы тротуары проведете, если сегодня? Вот Там уже они уже все сделали. К сожалению, состояние дорог не только вокруг стадиона в городе, оно... Нет, я не говорю сейчас о том, что только здесь. Конечно, там вся эта система. Но то, что касается... То, что касается стадиона, мы это самое восстановили ливневки. А вот освещение, вот и все эти... Освещение, соответствуют они? Вот, все соответствует самым высоким требованиям, самым высоким нормам. Там 3 режима освещения: это тренировочный, игровой и тогда, когда нужно будет снимать это все на телевидении. Недостающие сиденья устанавливают. Там вообще проблем нету. Там даже строительная компания за счет своих резервов установила мебель в административном корпусе и оборудовала тренажерные залы. Пожарные вот эти вопросы, которые стоят. Пожарные вопросы все выполнены на самом высоком уровне, дымовыдавления, пожарные гидранты и так далее. Все сделано на очень высоком уровне. Там ливневки, все они забиты. Сегодня мы делали смету от стадиона. Сейчас, чтобы прочистить ливневку, нам надо 9 миллионов. У нас есть смета готова, мы вам можем показать от вашей деятельности. Это к стадиону никакого отношения не имеет, потому что со всеми этими проблемами мы сталкивались во время строительства стадиона. Когда мы отрывали там котлованы и так далее, практически вся вода с города, она собиралась под стадионом, 22 метра болота. Этим стадионом гордиться нечем. Минимальные требования УЕФА в случае признания нашей страны, чего мы добиваемся, оно не разрешает. Оно не соответствует никаким стандартам. Поэтому нам гордиться там нечем.
Плюс мы сделали головную боль ближайшему населению. Система безопасности противопожарная, она там установлена, но мы ее не увидели в рабочем состоянии, не смогли проверить. И по строительным материалам там сертификация тоже не была представлена. Мы все это отразили в предписании, не знаем. Так, поговоривши. Туберкулезная у нас там были. Психиатрический психоневрологический диспансер, он сдан, там единственное, не хватает финансирования, поступило на прачечную, а так как готов, дальше все. Деньги есть? Денег на прачечную не осталось. Не осталось. Работы закончены, и сейчас идет оснащение. И, в принципе, все идет нормально, и сам театр уже в начале февраля он готовится к премьере. Они устанавливают сейчас и кресла, и там очень сложная реставрация была сделана за весь период. Но в ДК ГАЛ, в принципе, просто оставшихся объемов работ не так много, и объект сам не такой большой. Я думаю, что к этому времени все уже закончится. Возникает вопрос по Гудаутскому музею. Может быть, я пропустила, когда мы говорили по поводу Гудауты. И на сегодняшний день, сами представители, директор музея приезжал, там у нас получается, что здание построили и освоили там, сколько по смете, 27 миллионов, а общий бюджет 81 миллион. И там остались отделочные работы и дорогое экспозиционное оборудование. И что-то с этим музеем надо делать, потому что экспонаты... Сколько я понимаю и помню, музей не входил в пункты комплексного плана. Это те объекты, которые вышли за рамки тех мероприятий, которые были намечены по комплексному плану. И поэтому мы сегодня в общей сложности задолжали строителям 800 с чем-то миллионов. Сверх тех сумм, которые нам были представлены российской стороной. Так. Еще подключили по Министерству образования, там два объекта, которые строила Абхазстрой. Это спортивная школа, которая в принципе уже закончены все работы и акты подписаны. Там, наверное, день-два работы. И вчера я с директором Абхазстроя ездил в Карчал, смотрел другой объект. Это первая школа, которая тоже реально до 15 января могут закончить, но акты мы вчера подписали, там основные работы уже выполнены. У меня тут еще закрытое финансирование по средней школе села Покваш, по средней школе села Апаска, где я думаю, что были предусмотрены, но деньги почему-то закончились и не хватило на кухонное оборудование. Школы уже в принципе готовы, но кухонного оборудования нет. Что касается тех же театров, я не знаю, с чем это связано, но при начале работы театра, то есть показа спектакля, видно, включение всей системы энергоснабжения приводит к тому, что там вырубается свет. Почему это происходит? С чем это связано? В театре и в русском, и в абхазском мы после этого собирали совещания, и там были и те, кто строил, и те, кто оснащал. Там проблема в том, что, я не знаю, никак не могут наладить работу основного питания электрического, и дизельного. Что-то не получается. В итоге они сейчас должны были сегодня представить какое-то, я не знаю, решение. Некоторые из них говорят о том, что тот генератор или дизель, который там стоит, я не знаю, он не может обслуживать театр, его мощности не хватает. Но он предусматривался строительными этими работами, да? Да, почему это так происходит? Высокая сторона плохая. Я вам открыто скажу, там другого вопроса нету. Отходящая высокая линия, эта плохая, она перегружена. Первый раз, когда говорите, примера была, отключился свет, кабель на улице взорвался. Потом они переключили на другую резервную линию, и так получается просто обыкновенная перегрузка высокой стороны. Там трансформаторы рассчитаны почти на 2000 киловатт. На 440 генератор стоит, там все в порядке внутри.
просто высокая и там плохая сторона. Ясно. Я еще просто хотела сказать, что и по театру, и по двум театрам особенно, у нас складывается такая ситуация, что само оборудование, оно очень дорогое и сложное. А нужно, конечно, как-то посылать людей для того, чтобы они обучались обслуживать это оборудование. Оно правда сложное. И при неправильной эксплуатации мы просто его потеряем. Вот это проблема, которая есть. Нам эти объекты нужны, и никто не говорит, что они не должны функционировать. Но здесь вот вы сами уже говорите о том, что многое из того, что сделано, требует определенных еще соответствующих капиталовложений. Не только в саму техническую сторону, но нам нужны еще и люди, специалисты, знающие, как работать с этими объектами. У нас вон в Гулрипшах стоит красивый дворец культуры, дом культуры, а включать его, как говорится, и работать с ним практически тоже нет у нас соответствующих людей. И нужно его содержать и соответствующим образом, чтобы он работал. Теперь, что касается вот средств, которых нам не хватит и которые были отпущены. Откуда мы их будем брать и каким образом эти работы будут доведены до конца? Я хотел бы у подрядчика спросить. И по Гудаутам, по этим детским садам, качество работ которых желает лучшего. Я понимаю, в торопях необходимость, как говорится, срочной сдачи этих объектов приводит к тому, что у нас, как обычно, хотели как лучше, а получается как всегда. Мне показывали недавно ваши акты на закуп, на приобретение тех или иных, как говорится, материалов и все остальное. Если я вам выставлю на инкассу те необходимые платежи по налогам, а их вы знаете, какая сумма, вы же все остальные работы тоже застрянете, не вы. Это, на наш взгляд, это не объективно. Почему? Не объективные. А на мой взгляд, это объективно. Ну, мы будем судиться. Ну, судиться мы будем, может быть, и по другим моментам. Да. То, что касается качества, прокуратура вызвала экспертов с лицензиями международными и так далее, очень квалифицированных. Я присутствовал при посещении наших объектов, детских садов и так далее. У них не было слов. Они из Краснодара, они говорят, что в Краснодаре таких объектов нету, и восхищались именно качеством работы. Потому что объемы они еще не успели проверить, а качество они говорят, что в Краснодаре таких объектов нет, таких объектов не строят. Дефицит средств в нашей компании порядка 15 миллионов произошел из-за того, что государство не выполнило по отношению к нашей компании своих обязательств. По нашим подсчетам, государство нам должно более 50 миллионов, а дефицит средств в районе 15-20 миллионов. Вот только поэтому все это произошло, и произошел весь этот вот коллапс. Нам нужно будет искоренить вот эту практику вывода средств из государственных предприятий, организаций в такого рода компании, которые получают потом доступ к этим средствам и начинают с ними делать непонятные вещи. Вот я сейчас слушал, да, не хватает денег. Как тогда объяснить, для чего нужно было конвертировать и отправлять в Москву 10 миллионов рублей? И вся прокуратура России пытается найти этого человека и не может. Алексей, я думаю, что это предмет ваших. Это понятно, просто слушать такие вещи интересно, когда такие вещи говорят. С самого начала, если была бы в рамки поставлена вся бухгалтерия, я думаю, таких вопросов практически не возникало. А когда деньги выводятся в частные, в смысле ИПшкам, которые не ведут никакую вообще бухгалтерию, и когда начинаешь у них спрашивать, они начинают прикрываться Конституцией и говорить, что мы не будем давать никакие показания, у нас начинают возникать вопросы. То, что касается экспертов, они приехали, да, на самом деле, но они же еще, наверное, не знают, какие средства на это затрачены. Вот когда мы это все совместим, тогда и будем разговаривать уже более предметно.
Вот. Ну, одно дело увидеть там красоту, другое дело, когда ковырнуть, посмотреть, измерить, посчитать, соизмерить с теми средствами, которые на это затрачены, как затрачены, почему. Ну, просто пока рано говорить, а то там будет о чем поговорить. Генеральная прокуратура очень часто по средствам массовой информации уже сделала нас виновными и так далее. Все, в принципе, очень-очень просто. Надо посмотреть, сколько работ сделано и сколько на это все потрачено. Господин Хлопонин по этому поводу сказал, что я не верю, что вы строите за такие маленькие деньги, мы отдадим вашей компании все подряды в России. Ну, он, конечно, пошутил, но вот такая оценка была нашего труда и то, за сколько мы это строим. У Генеральной прокуратуры свое мнение по этому поводу, мы его пока не оспариваем. Я бы хотел, чтобы вы знали, я тоже разговаривал и с тем же Хлопониным, не совсем так гладко, как вы представляете картину, представляют они. Но я еще раз хочу, чтобы вы все знали. Вот анализ тех строительных работ, которые мы провели вот на сегодняшний день, с учетом от тех объектов, которые мы сейчас называли, честно говоря, он не вызывает особого оптимизма. Если даже хоть один объект находится в таком состоянии, в каком мы только что с вами слышали, понятно, что это не подрядчик, может быть, сам виноват. Но мы-то с вами все это делали. Мы с вами готовили эти объемы работ. Мы с вами, как говорится, производили эти работы на тех или иных объектах. И когда объект готов, вы мне говорите о том, что к сдаче, при этом, как говорится, объект не подсоединен ни к воде, ни к электроэнергетике, ни к, как говорится, другим системам канализации. Тогда о каком объекте вообще речь может идти? О каком качестве, как говорится, этого объекта? Если только что высланный пол через какое-то время поднимается. Наверное, нужно понять, по многим объектам, которых мы здесь с вами, как говорится, вот, понастроили, никто не говорит, что они лишними будут. Но по некоторым объектам абсурдность принятых решений, это очевидно. И о чем сейчас я говорю, это вам прекрасно известно. Начиная от того же стадиона. Это все равно, что подводная лодка вот в степях Украины. Спросите у спортсменов. Построили, вернее, не построили, а ремонтируют, восстанавливают, проводят соответствующие работы в Гудаутской больнице. Больница предназначена для того, чтобы в ней в палатах лежали больные. Я понимаю, может быть, есть необходимость в большом количестве сортиров, которые, как говорится, понастроили на этажах. Может, проблема какая-то? Но удивляет, когда на улице, посреди улицы вырастает гидрант. Для чего он там построен? Непонятно. Мелочь, но она неприятная. Стены больницы уже отсырели фактически. Пока вы его сдали, нужно будет по-новому его ремонтировать. Что касается Гагарского объекта, тоже ситуация достаточно сложная. Магистраль вроде бы, как говорится, доводится, насосные там вроде бы приведены в порядок. Качество работы, честно говоря, исходя из того, что мне известно, тоже желает лучшего. И завтра, судя по тому, что говорят специалисты, знающие специалисты, через какое-то время могут появиться свищи. Но вот это и основной магистраль тоже. И тем более с учетом того, что там на сегодняшний день, вот то, что было сказано по поводу опять штормов, через какое-то время нам нужно будет опять изыскивать средства для того, чтобы не унесло водой все наши работы. И тогда все пошло на смарку, называется. Я прокомментирую эту ситуацию. Тот участок, связанный самый опасный участок от первой до второй насосной, который регулярно подвержен штормовым ударам. По первоначальному проекту у него было иное разрешение, но было отхождение от проекта. К сожалению, это было без нашего участия. И в результате сегодня опять тот промежуток, что называется, от первой насосной до второй, он в таком состоянии, он подвержен угрозам снова. То есть проект был пересмотрен, там было иное решение. Что таких примеров безхозяйственности достаточно много. При всем том, что я еще раз говорю, не могу ничего сказать по объекту того же Дома культуры, по Гулерипшам и по другим объектам. Нам все эти объекты нужны.
Но они нужны, чтобы работали качественно и долго. А не так, чтобы сегодня мы их приняли, а завтра они начнут разваливаться. И думаю, что прокуратуре как раз таки сейчас нужно подключиться к проведению ряда экспертиз по тем объектам, которые это требуют. И все то, что касается этих проверок, они должны быть тоже качественными, а не так, как сами строители некоторые это сделали. Но здесь вопрос не стоит о том, чтобы просто назло, как некоторые пишут, кому-то привлечь кого-то к уголовной ответственности. Такого просто быть не может. Но я еще раз говорю, ответит каждый сполна за все то, что сделал. Я не просто говорил о том, что наши строительные работы достаточно дорогие. Я буквально некоторое время тому назад был в Кабардино-Балкарии и говорил об этом здесь. Если там ФАПы строят за 2 миллиона 900 тысяч рублей, то у нас туалеты строились за 2 миллиона. Это удивительно, как говорится, далеко, наверное, отличающиеся друг от друга объекты. Почему? Почему у нас дороже намного все? Даже тогда, когда мы здесь сами производим те или иные, как говорится, строительные материалы. Хочу, чтобы все знали, вот дальше такого больше не будет. Мы обязательно переформатируем подход к использованию тех денег, которые приходят из России. Об этом мы неоднократно говорили. Значительная часть этих средств пойдет на реальный сектор экономики, как мы это отмечали и ранее. И следует в кратчайшие сроки создать ту прозрачную модель рассмотрения и принятия проектов по тем или иным объектам. То, о чем мы с вами говорили. Будет создана соответствующая комиссия, и под эгидой этой комиссии будут проводиться все эти работы. Ни один рубль без соответствующих обоснований никому не будет дан. Что касается социальных и инфраструктурных объектов и проектов, которые мы ранее проводили, хочу, чтобы было понимание, все они в том или ином объеме, конечно, останутся, и они предусмотрены нашим комплексным планом, там тоже вот на 2015 год они заложены, но думаю, что очень нужно будет внимательно подойти к подбору подрядчиков. При учете всех этих вопросов результаты будут совершенно другие. Нам нужно понять, что у нас нет таких огромных средств, а особенно своих собственных, которые мы зарабатываем своим трудом. И чтобы мы могли так легко разбрасываться этими деньгами. Или просто расчет идет на то, что это российские деньги, и можно все, что хочешь с ними делать. Не будет этого больше. Поэтому правительство должно взять на себя все эти работы, особенно в части, касающейся по последним этим объектам. Те сроки, которые названы, мы в любом случае должны завершить все эти объемы работ. Вот именно к тем срокам, о которых мы сейчас говорили. И вот только тогда мы будем говорить о том, что мы примем объекты окончательно. Сегодня же встанет вопрос перед всеми теми, кто занимался, о приемке работ по актам на те объемы, которые выполнены. Никаких других бумаг не будет. По объектам, которые предусмотрены на 2015 год, вот в соответствии с тем, что я говорил выше, нужно будет представить подрядчиков, которые будут подбираться по соответствующим критериям и проработать вопросы проведения конкурса на все эти работы. Никаких других подходов быть не может. А что касается, я еще раз говорю, прокуратуры. Все те объемы работ, которые должны быть проведены в ближайшее время, в части касающейся деятельности экспертных структур, они должны быть завершены. И здесь не стоит задача, я еще раз хочу, чтобы все знали, это касается и подрядчиков, которые вот сейчас говорили о том, что их необоснованно, критикуют. Если нет оснований, я вам даю слово вот здесь, никто вас преследовать не будет. Но если будут найдены все те подтверждения
нарушениям, о которых говорится, получат сполна все те, кто виновен. Вот это я точно вам гарантирую. Но цель не стоит. Понимаете, просто так принимать соответствующие меры по отношению к тем или иным подрядчикам, дабы вас выбить из колеи. Не так этот вопрос стоит. А вопрос стоит, чтобы мы в полной мере качественно использовали все те возможности, которые нам предоставлены Россией. У нас последний шанс. Откровенно говоря, Россия все время нам эти деньги давать не будет. Потоки этих денег закончатся. Кто-то разбогатеет, кто-то будет жить припеваючи, а страна будет нищей. И хотел бы, чтобы все знали, что дальше так продолжаться не может. И никому не позволю. Завершение. Еще раз. Это требование в ближайшие сроки закончить все эти работы, составить соответствующие акты приемки только тех проделанных объемов работ, а все остальное не будет завершено, значит будут вопросы. И я еще раз хочу, чтобы вы знали, даже если мы закончим все эти объемы работ и попрощаемся друг с другом, то это не значит, что контроля за той работой, которая будут выполняться на этих объектах, какой уровень качества и как они дальше будут работать, будет зависеть уже от вас. А от нас будет зависеть соответствующая работа по контролю за деятельностью этих объектов. Будут проблемы, значит будут проблемы у всех у нас. И в первую очередь, я еще раз говорю, у строителей. Сроки у нас практически конец января, и в конце января мы еще раз соберемся и будем говорить о завершении по этим объектам.